Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о внешней политике, тем более и ситуация в мире такая, и, в общем-то, и рядом с нами огромное количество всяких проблем возникает. И сегодня у нас в гостях, в общем-то, человек, к которому вы уже давно привыкли, наш постоянный эксперт Астамур. Таня, я думаю, лучшего эксперта в этой стране точно не найти по этой проблематике. Астамур, здравствуй. Здравствуйте. Рад тебя видеть после небольшого перерыва. Начну я все-таки, наверное, с союзного государства. Вот я обратил внимание, темы союзного государства, я обратил внимание, что у нас вот в преддверии и уже после 30-летия юбилея нашей победы наши политики очень часто раздают интервью и высказываются по теме союзного государства. То есть вхождение там в союзное государство, там России и Республики Беларусь. И я вообще хотел бы об этом вообще, насколько это вообще реально, да, учитывая, что там Беларусь нас не признала, то есть и, в общем-то, для начала надо бы, чтобы нас Минск признал, да, чтобы вообще говорить о каких-то перспективах этого союзного государства. Как ты думаешь, насколько это вообще реально, с другой стороны, насколько это не противоречит нашему законодательству, вот всякого рода разговоры, учитывая, что у союзного государства есть надгосударственные структуры, да, они, может быть, не так развиты, но все-таки они есть. Ну, мы с тобой не раз этого вопроса касались, в основном смотрели с точки зрения интересов Абхазии. Вот. Я полагаю, что если исходить из интересов Абхазии, Абхазии гораздо выгоднее выстраивать двусторонние отношения с Россией. Вот. И в перспективе, если получится, конечно, с Белоруссией тоже. Потому что, если говорить о каких-то союзных структурах, ну, в силу своего размера экономических возможностей, Абхазия, она не будет, ее интересы не будут в этом формате учитываться. А что касается реалистичности, теперь с другого ракурса посмотреть, ну, я, честно говоря, не вижу никаких перспектив, кроме того, что там пиара вокруг этой темы, может, это, ну, у нас же пиар, он тоже фактически стал равнозначен реальной политике в наше время, да. Вот. С точки зрения пиара, может быть, кому-то это выгодно. Вот. А если говорить о реальной стороне вопроса, ну, мы должны понимать, что Александр Григорьевич Лукашенко – это человек очень практический. Он не один шаг, без учета интересов Беларуси и своих интересов он не делает. Непонятно совершенно, как в эти структуры, которые мы знаем, с каким трудом, с какой порой борьбой эти структуры совместные российско-белорусские формировались, это вся нормативно-правовая база их отношений, вряд ли нас туда просто запустят. И это даже не вопрос, признает нас Беларусь или не признает. Я мало верю в то, что она в какой-то обозримой ближайшей перспективе пойдет на признание Абхазии, потому что она поддерживает отношения с Грузией, это раз. Во-вторых, и у России сейчас потепление отношений с Грузией, поэтому это не нужно ни России, ни Белоруссии, потому что если Белоруссия пойдет на признание Абхазии, в Грузии это будет воспринимать как очередной недружественный шаг со стороны России, а не со стороны Белоруссии. Поэтому я думаю, что в вопросе признания Абхазии со стороны Белоруссии нам ничего ожидать не приходится. Вот. Ну, даже представим гипотетически, что нас Беларусь признала. Но из этого прямо не вытекает вступление Абхазии в союзное государство. Это еще более проблематично, еще раз говорю.
даже если Беларусь нас признает. Никто не будет жертвовать своими интересами, с трудом выработанным этим балансом отношений между Россией и Белоруссией, и запускать туда новых членов, которые, Беларусь предпочитает двусторонний тоже формат с Россией. И не нужны такие государства, как Абхазия и Южная Осетия, чтобы они вот мешались в этом процессе. Да и для России это дополнительные трудности. Так что эти разговоры, еще раз говорю, они из разряда пиара. Что касается экономического сотрудничества, сейчас налаживаемого, это, конечно, любое экономическое сотрудничество, но хорошо. Что наши товары куда-то можно повезти. Я, насколько знаю, у нас такое количество товаров не производится, чтобы хватило хотя бы ближайшей Сочинской округи. Вот. Не говоря уже о Москве, а до Белоруссии, это вопрос не относится к сфере каких-то больших экономических интересов. Чуть-чуть мандаринов. Да. Я не думаю, что это вот прям российский рынок ломится, перенасыщен абхазским товаром, или что, допустим, у нас есть недостаток в туристах из России. Так что экономические отношения, конечно, они будут развиваться, но это вопрос будет, я думаю, вопрос скорее бизнеса, а не государства. Государство, может какими-то соглашениями помочь, но я не понимаю, какие соглашения мы можем подписать с Беларусью, будучи непризнанным ей государством. Так что все это, вы понимаете, я на это смотрю как большей частью на информационную политику наших властей. Понятно, что разные величины, там, с одной стороны Россия, с другой стороны Беларусь, и там наша маленькая территория, маленькое население, еще меньше ВВП в соотношении там, с этими государствами, да, то есть наш вклад, в общем-то, крайне небольшой будет в это союзное государство, да, гипотетическое, да, и делить на троих сложно будет. Может ли быть такое, допустим, какая-то вещь, которая, в общем-то, не очень упоминается, мне кажется. Допустим, по типу того, как в свое время создавалась СССР, да, там, когда там были Российская Федерация, Белоруссия, Украинская ССР, и там ЗСФСР, там, и так далее. То есть вот как-то более крупный игрок, да, в состав которого входило там несколько союзных республик. Потом, правда, это все трансформировалось в отдельные республики, но тем не менее, может, кто-то там нас рассматривает как бы через вот такую трансформацию. Я не знаю, мне кажется, что совершенно некорректно этот опыт возникновения Советского Союза экстраполировать на сегодняшний день. Он вообще противоположен тем процессам, которые сейчас происходят. Все-таки у нас не большевики во всех этих государствах у власти. Да. Как минимум не марксисты. Да. Вот. Поэтому я не вижу, честно говоря, никаких ближайших перспектив возникновения какого-то подобного Советскому Союзу государства. Оснований не вижу. Ни идейных, ни политических, ни экономических. Мы, наверное, скорее обратные процессы наблюдаем на постсоветском пространстве. Новые конфликты мы видим, сдерживание этих конфликтов. В Средней Азии мы не очень хорошо, внимательно следим, там тоже очень сложные процессы между этими государствами происходят. Поэтому здесь пока не пахнет какой-то масштабной интеграцией. Еще раз говорю, скорее наоборот. Обратный процесс происходит. Поэтому могут быть какие-то более скромные процессы происходить. Например, на Южном Кавказе может развиваться какое-то коммуникационное сотрудничество. Недавно прошла встреча премьеров 3 южнокавказских республик.
В Тбилиси Гарибашвили встречался, азербайджанский премьер, армянский премьер. Вот. И по итогам этой встречи Гарибашвили вот озвучил идею о том, что вот необходимо подумать. Кстати, это Шеварднадзе в свое время тоже именно под этим лозунгом озвучивал идею коммуникационного сотрудничества, идею шелкового пути. Вот. Из Центральной Азии в Азербайджан, Грузию. А ты говоришь, идеи не возвращаются? Да, но это там, где есть дорога, а дорога – это вещь практическая. Есть углеводороды и товары, это с античных времен работает. Вот. Это вещь, что называется, всегда будет, она зависит от географии. Вот. Поэтому он, кстати, отметил, вот мы в нескольких наших передачах говорили, что в свете того, что перспективы налаживания сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и Турцией через Зангезурский, в частности, коридор, значение Грузии как коммуникационного узла может снизиться. Он это тоже отметил, что есть такая вероятность, но он сказал, что это только в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе мирные отношения между южно-кавказскими государствами они будут способствовать продвижению их экономических интересов. Но мы являемся тоже частью Южного Кавказа. Потом здесь есть другие игроки, естественно, без которых трудно представить, что такое южно-кавказское экономическое сотрудничество будет иметь перспективы. Это Россия, Турция, в меньшей степени Иран, конечно. Вот. И опять 25, возвращаясь к нашей теме, мы должны думать о своей роли в этих процессах. Вот. Какими шагами какие шаги нужно делать в направлении того, чтобы мы были субъектами этого процесса. То есть на наших глазах, то, о чем мы говорим несколько уже лет, этот процесс постепенно начинает набирать обороты. Вот здесь можно искать какие-то возможности. Но, еще раз говорю, никаких наднациональных структур сейчас в этих условиях никто создавать не будет. И я думаю, и в Москве с этой идеей уже согласились. Эту идею забросили, никто не вспоминает ни СССР-2, ничего, потому что реально у нас сейчас реальность совершенно другие. Ну, вот ты говорил вот сейчас о том, что новая конфигурация на Южном Кавказе возникает, да, то есть, с одной стороны, там Россия пытается создать свою конфигурацию, влиять, по крайней мере, на создание своей конфигурации. Евросоюз отдельно старается. Турция. Тут вот сейчас новое, да, решили там Азербайджан, Армения и Турция, это по инициативе Азербайджана, Армения и Грузия, уже по инициативе Тбилиси, уже как бы самоорганизоваться внутри. Я напомню, недавно проходила встреча в так называемом формате 3+3, как его называют, на самом деле он 3+2, потому что Грузия в нем не участвует. Но после этой встречи прошла встреча от 3 руководителей южно-кавказских республик. То есть это вопросы напрямую связаны. Для Грузии понятно, что проблематично прям подключиться к формату 3+3, но такие встречи, которые недавно прошли, по поводу улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном, и другие вопросы, как мы видим, обсуждались. Это говорит о том, что в Грузии рассматривают возможности, если не 3+3, то в каком-то, в другой форме в сотрудничестве вот в этом южно-кавказском треугольнике. Но смотри, вот этот есть южно-кавказский треугольник. При этом надо учитывать, что сейчас, если мы говорим об Абхазии, да, там о каких-то контактах, об участии в каком-то статусе, да, там в этом процессе, да, то надо отметить, что Азербайджану мы никак не интересны. С одной стороны, то есть вот как отдельно взятая единица, Грузия, она нас, в общем-то, блокирует со всех сторон. Армения тоже интерес как-то потеряла в контексте того, что
с одной стороны, Карабах утерян оказался, то есть эта государственность аннулировалась, с другой стороны, резко ухудшились отношения у нее с Москвой, да, то есть и сейчас правительство Пашиняна, оно как бы очень быстро меняет вектор дружеских отношений, там его направлен там, в сторону Евросоюза. Там тоже очень большие сложности. Нет, понятно, сейчас легко. Да, потому что там смотришь по одному региону государств конкуренция, по другому региону совпадение интересов. Вот мы видим сейчас Иран, он на таких проармянских позициях стоит, и Франция на проармянских. Азербайджан, в общем-то, младший партнер Турции, но у него хорошие отношения с Израилем. А у Турции с Израилем произошел разрыв дипотношений. Вот. Так что сейчас мы находимся вот в самом разгаре формирования таких самых неожиданных союзов. Я все-таки докончу свою мысль. То есть интересны мы в контексте только, наверное, если вот эти три республики, ну плюс еще Турция и Иран, естественно, будут заинтересованы, чтобы, опять же, вот эта формула 3+3, то есть с участием России и так далее, то есть мы в каком-то участии, то есть в качестве, там, допустим, какого-то транзитного региона, там, участника экономической, внешнеэкономической деятельности будем участвовать. Наверное, так. То есть при условии, что в это взаимодействие активно будет вовлечена Россия. Но без России, условно говоря, у нас как бы каких-то перспектив на более активные контакты внешнеэкономические и внешнеполитические у нас просто нет. То есть и заинтересованности в Абхазии по большому счету нет. То есть они нас просто игнорируют. Как ты думаешь? Ну, слушай, понятно, что Россия наш главный партнер и покровитель. Де юре, де факто. Ну, что совсем, чтобы ни у кого к нам интереса не было, это тоже не так. Вот. Вообще это противоречит международной политике. И я не думаю, что совсем какое-то направление, абхазское направление как-то закрывается. Конечно, оно никогда не было суперактуальным международным в глобальных международных процессах. Южный Кавказ в целом это периферия международной политики. Вот. Мы видим, где реальные центры, вот сейчас, где самые крупные потрясения происходят. Там, кстати, и денег много в этом регионе, вот, и переплетение интересов давних. Вот. И коммуникации стратегически там гораздо более важные проходят через этот регион. Поэтому вот там сейчас средоточие международного столкновения международных всяких интересов разных акторов. Вот. Но это не значит, что Абхазия, она совсем вне внимания какого-то. Сейчас мы видим, что какие-то процессы в Южной Осетии происходят. И в Абхазии происходят вот, в плане развития какого-то приграничного сотрудничества. Вот, абхазская сторона, там, ну, мы знаем, там и какие-то магазины беспошлиной торговли строили. Сейчас... Ты имеешь в виду приграничную торговлю? Да. То есть вот эти процессы, они происходят. Вот. С другой стороны, надо понимать, что эти процессы, они не могут развиваться, какие бы коммерческие интересы не были бы у бизнеса абхазского и даже грузинского, они не могут развиваться без того, чтобы они были транспарентными. Вот. Поэтому надо понимать, что многие вещи взаимосвязаны. Например, Грузия, она все время старается избегать того, чтобы ее обвиняли в нарушении санкционного режима. Вот. Поэтому, если там не будет ситуация транспарентная с точки зрения там, международного наблюдения, там, я не знаю, кто ООН, другие организации могут быть, то и это направление, которое наши власти пытаются развивать, торговли в перспективе транзита, мы с тобой были в комиссии, соответственно, мы там это тоже говорили, что без... хотя бы нейтрального отношения международных организаций к этому вопросу,
Вот. Эта система не будет работать. Вот. Поэтому наши власти, когда какие-то шаги в отношении там, разных международных структур предпринимают, они должны понимать, как эти вещи взаимосвязаны. Вот. Здесь нужно, что называется, все время держать руку на пульсе. Соблюдать осторожность. Вот. Это наш девиз вообще должен быть, потому что мы, с одной стороны, должны сохранить те международные контакты, которые у нас есть, с другой стороны, их использовать для решения стоящих перед нами задач, в том числе вопросов, и связанных с перспективой транзита. Потому что от перспектив транзита, это, для России это, конечно, важный вопрос. Но он важен не только для России, для Турции тоже важен для южнокавказских государств. А для нас это вопрос сохранения субъектности. Потому что если ты участвуешь в каких-то сложных, разносторонних процессах, которые тем более имеют под собой экономическое основание, с тобой как минимум будут разговаривать. Вот, то есть это снижает вероятность использования военной силы в отношении тебя. В этом смысле для нас опыт Карабаха должен быть показателен. Потому что негибкая позиция и армянских властей, и карабахских властей, и вот это вот все время нагнетание таких пропаганды, они привели к известным событиям, потому что они сами себе связали руки в вопросах достижения договоренности. Им предлагали разные, в том числе довольно выгодные условия разрешения проблемы. Вот видите, такая отказ от диалога, упертость и погруженность в свою собственную пропаганду, они к этому приводят. Поэтому надо на мир реалистично смотреть, повышать интерес к себе со стороны этого мира, говорить о себе, расширять контакты с международными организациями, потому что мы в глобальном мире живем. Ни один, говорят, допустим, это стратегический интерес России. Стратегические интересы России, они в вакууме тоже не реализуются. Сейчас мы видим, что Россия начинает пытаться играть роль в этом ближневосточном процессе. То есть это государство, которое включено в международную политику. Несмотря на то, что за последние 2 года ее возможности серьезно ограничены, но оно вовлечено в международную политику. Иначе, а зачем тогда Россия участвует в Женевском процессе? Значит, российская дипломатия какие-то в этом видит перспективы, в том числе для реализации своих интересов в регионе. Так что все тут нам нужно не навредить, по крайней мере. Астамур, ты сейчас говорил о том, что в этом плане у нас должна быть позиция не навредить, в плане того, что в плане международных контактов не надо все время как-то нагнетать, сворачивать какие-то вещи, тем более у нас этих контактов особо и немного, да, там есть различные, небольшое количество международных организаций, через которых у нас есть какая-то связь с внешним миром, да, помимо российского этого направления. С другой стороны, у нас очень часто последнее время, последние годы, да, тем более сейчас, там идет процесс гармонизации российско-абхазского законодательства, и есть такое, в общем-то, с подачи Москва желает, чтобы присутствие этих международных организаций, я как понял, было сильно ограничено, или вообще там про это мне вообще ничего не известно. Я говорю о каких-то кулуарных таких вещах, да, о котором говорят наши политики, да, и так далее. Но, с другой стороны,
Я понимаю, знаешь, у Москвы, да, сейчас, у России сейчас там большие проблемы с тем же Западом, да, но рано или поздно эта кризисная ситуация будет пройдена, и как бы это сотрудничество будет возобновлено, вот эти контакты и так далее у России там с Европой, да, может через 5, может через 10 лет, да, там, а может вообще через пару лет, как бы украинский кризис разрешится, и вот один из пунктов как бы этого разрешения, наверное, будет снятие там какой-то части санкций, да, там и так далее, налаживание каких-то контактов. Мне кажется, обязательно эта вот как бы ситуация вернется на какие-то там, если не на все там позиции, которые были там, допустим, еще 5-6 лет назад, но на очень многие позиции будут отыграны назад. Но у нас-то, в общем-то, в этом плане достаточно связаны руки. Да? В 2008 году так получилось, что миссия ООН свернулась. То есть сейчас ООН, она не так присутствует, не в том качестве она у нас присутствует, и с этой сворачиванием этой миссии мы перестали быть стороной конфликта грузино-абхазского. Сейчас мы можем опять же, да, как бы вдруг решить, что у нас МИД регулярно, да, там бьет, да, там вот эти международные организации, агенты Запада, влияние и так далее. Хотя если там, допустим, свернуть вот эти миссии, которые здесь у нас есть и которые осуществляют различную гуманитарную помощь там, в медицине, там, различные программы там, по СПИДу, там, по туберкулезу, то есть очень много всяких программ существует. И где-то кто-то мне цифру недавно назвал, это примерно на 1 миллиард рублей в год, то есть это достаточно серьезная сумма, да, то есть если будут свернуты эти программы, то естественно кто-то финансировать эти обязательства по финансированию, они лягут на наш бюджет, то есть мы и так не знаем, где эти деньги взять, чтобы профинансировать другие. Из майнинга, понятно, у нас там сейчас с апартаментов мы возьмем, да, там, условно говоря, понятно, что, в общем-то, неоткуда брать этих денег. Но даже не финансовая сторона меня смущает. Меня смущает то, что, опять же, если мы где-то разрываем, у нас уже такой возможности восстановить, мы не тот игрок, да, который может восстановить, то есть просто эта тропа зарастет травой, наверное, да, которая у нас была там через международные организации, там связь с остальным миром. То есть у нас, в общем-то, мы сами себя ограничим в этих контактах. Но еще раз говорю, тут много противоречий. Если мы говорим о том, что мы будем развивать, легализовывать торговлю, допустим, через границу, или стремиться к транзиту, еще раз говорю, без какой-то международной компоненты этот вопрос нерешаемый. Мы же знаем, вот как это еще до вот этих всех глобальных событий, Россия перед тем, как вступить в ВТО, договаривалась с Грузией, как обойти тот факт, что Абхазия и Южная Осетия независимые государства. И нас обозначили как географические точки и наняли швейцарскую компанию, которая, кстати, до сих пор де-юре, де-факто не приступила к работе, но де-юре с ней договор сохраняется. Вот. То есть не получится без международной компоненты, чтобы через конфликтный регион, такой как Абхазия и Южная Осетия, с не вполне признанным международным статусом, чтобы здесь осуществлялось нечто такое. Потому что грузинские власти на это точно не пойдут. Вот. Потому что они тоже проводят очень такой, мы видим, осторожный курс, пытаются пройти между Сциллой и Харибдой. Скорее, они вообще не будут этим заниматься. Вот. И сокращение вот этого международного присутствия, оно, естественно, еще более ухудшит наши отношения с соседней Грузией. Это раз. Два.
Да, да. Два, то, что ты вначале говорил. Мы должны понимать, что, ну, мы, во-первых, должны знать историю вопроса, историю взаимоотношений России с европейскими странами. Я еще раз говорю, что вот это совершенно считаю некорректным и ненаучным понятие коллективного Запада. Потому что мы видим, что у разных государств Европы, так называемого Запада, часто интересы совершенно разные. И они открыто об этом говорят. Вот сейчас это недавно, это постоянно проявляется. Разница подходов. Вот. Поэтому Россия, как это знаете, в XVIII веке появилось это понятие, международный оркестр. Вот. Россия с XVIII века, со времен Петра I, является частью этого европейского оркестра. Она часть европейской политики. И можно совершенно не сомневаться, что Россия, Европа, США, они сложится новый баланс сил, и они придут к сотрудничеству, потому что они друг другу необходимы. России Европа необходима, Европе нужна Россия, потому что у нее и важный функционал и в вопросах глобальной безопасности, и транзитный ее потенциал. Так что это не может продолжаться, как ты говоришь, 5-10 лет. Вот. Это будет катастрофически иметь последствия. Поэтому я думаю, что 2024 год, он будет посвящен как раз поиску компромиссных решений так, чтобы эти страны вернулись, создали какой-то формат сотрудничества. Экономического, политического, потому что, ну, как бы они друг к другу не относились, вот, мы все живем на одном маленьком земном шаре, и приходится договариваться с соседями. Это непреложный факт. Вот главное, чтобы когда это все произойдет, такой сосед, как Абхазия, он продолжал существовать. Потому что вот такой единице, как Абхазия, ее интересами как раз можно пренебречь. Это не является, Абхазия через нас, к сожалению, не проходит земная ось, и от нас это не зависит, как вращается вот международная политика. Мы сами должны приноравливаться. Поэтому здесь такого особого гонора проявлять не нужно. Нужно просто использовать то, что есть, и наращивать свои возможности, чтобы о тебе вспомнили в какой-то сложный момент и не затерли вообще. Вот. Вот к чему хочется призвать и не только наши власти, и другие наши политические элиты, которые иногда входят в такой, исходя из пропагандистских интересов, какой-то раж и делают очень неосторожные по своим возможным последствиям заявления. Вот это надо иметь в виду. Непрагматичные. Непрагматичные, да. Хорошо. На этом мы все-таки будем округляться. Я надеюсь, до следующей нашей встречи в этом мире не сильно все ухудшится, да, то есть, по крайней мере, я обратил внимание, последний раз, когда мы с тобой вели передачу, да, Нагорный Карабах потерял государственность, с одной стороны, с другой стороны, начались события. Мы не виноваты, понятно. Но мы предупреждали. Да. Но секторы Газа, да, израильско-палестинский конфликт, да, который может перерасти в нечто большее. Даже никто пока не может. Это же человеческий фактор, где работает. Это же не только законы физики действуют, правильно? Там очень много субъективных вещей зависит. Так что надо за этим следить. Но, тем не менее, ты сказал о человеческом факторе. И я думаю, обычно вот такого рода кризисы возникают, когда политики, наверное, действуют не совсем прагматично. Не умеют договариваться, то есть неспособность договориться приводит к такого рода кризисам. И мне кажется, нам, наверное, не хватает тоже вот это кризис прагматизма не только у лидеров, наверное, и больших держав, и маленьких, и средних держав, ну и таких, как Абхазия, наверное. Мы часть человечества. Да, мы часть человечества.
До новых встреч. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях мы говорили о внешнем контуре Абхазии, да, о перспективах союзного договора, о Южном Кавказе, да, и о международных организациях, да, тоже поговорили немного. Я надеюсь, мы все-таки вот эту тему международных организаций, то есть мы, наверное, отдельно этому передачу посвятим. Так вот, сегодня мы обсуждали вот этот большой круг вопросов со Стамуром Таня, нашим постоянным экспертом. Я напомню вам, что нашу передачу можно посмотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на телеканале «Абаза», на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su, на странице в Facebook «Чегемская правда». Я прощаюсь с вами. До свидания. Астамур, спасибо большое. Счастливо. Спасибо.